Добрый день, уважаемые зрители! В эфире очередной выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. И сегодня мы поделимся с вами яркими событиями прошедшего месяца. Ноябрь мы начали с добрых дел. От Удмуртского регионального отделения ВСКС в колледже вновь стартовала традиционная благотворительная акция в помощь приюту для бездомных животных «Кот и пес». Акция продлится до 20 декабря, а перед Новым годом будет организован благотворительный выезд, и мы вновь повидаемся с пушистиками. Пройдя подготовку начинающих парашютистов, курсанты колледжа совершили прыжки с парашютом. Смельчаки получили массу незабываемых эмоций. 26 ноября состоялось торжественное мероприятие «Клятва курсанта». Это важное событие для каждого первокурсника. Несите с гордостью звание курсанта. Мы еще раз вас поздравляем. Будьте достойными гражданами нашей страны. А окунуться вновь в этот значимый день вы можете, просмотрев видеоролик и фотоотчет с данного мероприятия в группе ВКонтакте и на YouTube-канале. В рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» работа продолжается. На этот раз добровольцы-спасатели помогали Республиканской клинической инфекционной больнице. Инфекционная больница просит помощи. Главному ковид-центру республики не хватает мужских рук. Сегодня стационару на помощь пришли волонтеры акции «Мы вместе». Анастасия Стерхова расскажет, чем помогли. Все эти многочисленные коробки с жизненно важным наполнением нужно перенести в сжатые сроки. Потом будут устанавливать шлюзы, здесь будет грязная зона. И для ремонта тоже позовут добровольцев. Нет, не сложно. Чем мы все равно спасатели учимся. Не знаю, все здоровые, все спортсмены. В инфекционке волонтеры работают впервые, пришли на зов главного врача. Но несмотря на то, что приходится просить помощь, в стационаре обстановка стабильная. Его сотрудникам после перевода 6-й городской клинической больницы в ковид-центр стало легче дышать и работать. 27 ноября состоялся учебно-тренировочный полевой выход «Кругосветка». Зимний лес, снежные деревья, мягкий снег под ногами, горячий чай с бутербродами – все это романтика учебно-тренировочного полевого выхода «Кругосветка», который состоялся 27 ноября. И на такой продуктивной ноте мы провожаем осенний месяц и встречаем нашу долгожданную зиму, которая обещает быть очень насыщенной. А вслед мы спешим поделиться интересными мероприятиями, которые проходили в наших филиалах. И начнем мы с Ульяновской области. 3 ноября прошла международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». И победителем стал курсант Королев Никита, набравший 100 баллов из 100. Мы поздравляем Никиту и желаем дальнейших успехов. Курсанты колледжа победили в национальной премии «Студент года-2020» в Ульяновской области и теперь будут представлять область на федеральном этапе, который состоится в онлайн-режиме. Мы желаем нашим курсантам много идей и легких знаний. И помните, что где мы, там победа. Ульяновская область приняла активное участие в марафоне добрых дел в период коронавирусной инфекции. И в честь этого в конце месяца состоялось награждение волонтеров-участников акции «Мы вместе». На торжественной церемонии добровольцев Ульяновского регионального отделения ВСКС наградили почетными грамотами президента Российской Федерации и памятными медалями. Действительно проделана огромная работа, и мы гордимся каждым участником. В Республике Марий-Эл курсанты начали месяц ноябрь с активного отдыха. Пройдя подготовку начинающих парашютистов, курсанты колледжа совершили прыжки с парашютом. Посмотреть видеоролик вы сможете в социальных сетях. 3 ноября курсанты колледжа посетили город Казань. Благодаря сопровождению профессионального гида курсанты познакомились с достопримечательностями и прониклись атмосферой этого прекрасного города. 4 ноября 2020 года Республика Марий-Эл отпраздновала свой вековой юбилей. В колледже филиала к этой знаменательной дате были приурочены конкурсы, и мы спешим поздравить победителей. Конкурс презентации «Я расскажу тебе о крае», номинация конкурса «Исторические памятники родного края». Победитель группа ПБ-112-9. «Моя малая родина» победитель группа ПД-117-9. «Земляки» победитель группа ПД-117-9. И за индивидуальный подход награждается группа ПД-111-11. Среди курсантов первого курса специальности правоохранительная деятельность прошли соревнования по разборке и сборке оружия. Курсанты отнеслись к этому очень серьезно, ведь от их умений зависит качество работы. Это большой шаг в профессиональной подготовке.
На базе Марийского государственного университета для курсантов колледжа был проведен квест «Европа в Йошкар-Оле». Он был посвящен истории, географии, искусству, архитектуре, традициям европейских стран, нашедших отражение в культурных объектах столицы Мэриэл. Каждый курсант стал еще ближе к истории своей столицы. 10 ноября в легкоатлетическом манеже «Арена Мэриэл» завершился финальный этап соревнований по футболу среди команд колледжа государственной и муниципальной службы. В заключительный игровой день на поле встретились команды 1 и 2 курсов. Лучший игрок матча – защитник Азаманов Никита. Поздравляем! А 15 ноября состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках студенчества ЗГТО. Курсант 4 курса Яндулова Марина сдала нормативный золотой значок отличия. В декабре состоится второй этап сдачи нормативов, и мы желаем Марине удачи и дружным коллективом поздравляем с победой. В колледже прошли соревнования по гиревому спорту. Места распределились следующим образом. Первое место занял Степанов Владимир, группа ПБ 113-9. Второе место Актуганов Даниил, группа ПД 114-9. И третье место Габдулин Ильнас, группа ПД 112-9. Поздравляем, успехов вам и удачи! А на этом выпуск новостей подошел к концу. Желаю вам прекрасного настроения и до новых встреч, дорогие друзья!